Здравствуйте, дамы и господа. Я активист политического движения «Группа 24» Насреддинов Низамиддин. После приобретения независимости Таджикистан стал полноправным участником международного правовых отношений и взял на себя обязательство построить правовое государство, где гарантированно соблюдались бы права человека. Но, к большому сожалению, мы являемся свидетелями ухудшения ситуации с правами человека в стране в последние годы. Продолжающиеся аресты, осуждения, гонения инакомыслящих, политических и общественных деятелей, независимых журналистов, адвокатов, предпринимателей и простых верующих граждан в Таджикистане свидетельствует об отсутствии равных прав и возможностей для всех и равноправного участия граждан в политической и общественной жизни. Существующий общественный строй в Таджикистане можно подразделить на 3 социальных класса. Первый класс – это члены правящего клана, которым разрешено абсолютно все виды деятельности, вплоть до незаконной, только в интересах этого клана. Второй класс – это тот слой общества, который имеет родственную или какую-либо иную связь с отдельным членом правящего клана. Этому классу разрешено частично заниматься политической, общественной, предпринимательской или иной деятельностью. Но в пределах установлены ограничительные рамки. Третий класс – это класс простого народа, которому разрешено только существовать как-то в пределах страны или трудовая миграция в странах региона. Этот класс охватывает 80% населения страны и является самым бесправным социальным классом. Для осуществления равного обеспечения прав и равноправного участия всех в политической и общественной жизни страны прежде всего необходимо разделение и независимое функционирование 3 ветвей власти, функционирование независимых СМИ, существование полноценного гражданского общества и ее активное функционирование в Таджикистане. Но мы все являемся свидетелями полного отсутствия или же уничтожения остатков всего этого за последние годы. Все негативные процессы, связанные с ущемлением прав человека в стране, к сожалению, мало освещаются со стороны мировых СМИ. И хочу отметить, что международные организации и международное сообщество со своей стороны мало обращают внимание на эти процессы и их последствия. Деятельность такой влиятельной организации, как ОБСЕ, также в прошлом году была ограничена в Таджикистане из-за ее принципиальной позиции, но ответные меры от мирового сообщества так и не были предприняты в отношении диктаторского режима Рахмонова. Спасибо за внимание. Спасибо. I would like to give a